Коми удалось переломить ситуацию с бесхозными домами. Об этом рассказала руководитель службы Стройжилтехнадзора Республики в эфире прямой линии на Юргане. Появилась управляющая компания в Усть-Цильме. С 1 августа организация приступила к работе и подготовила жилой фонд к зиме. С 1 октября взяты под управление все бесхозные дома в Емве Нижпогосского района. На сегодняшний день в регионе остаются без управления порядка 1500 домов. От жителей таких домов поступает больше всего жалоб в Стройжилтехнадзор Коми. Главная претензия – неготовность жилого фонда к отопительному сезону. В ряде муниципалитетов управляющих организаций не было, поэтому принято решение их создания в районах. Сейчас у нас идут переговоры, и мы уже достигли каких-то определенных договоренностей по началу деятельности управляющих компаний в других районах. У нас в Усть-Куломском районе нет управляющей организации, в Ижемском районе, в Троицко-Печорском районе. Но по Троицко-Печорскому району вот могу обозначить, что там есть обслуживающая организация, сама изъявила желание стать управляющей компанией и впоследствии забрать все дома, расположенные на территории Троицко-Печорского района, себе в управление. Поэтому мы работаем. Этот вопрос мы держу на личном контроле, сама занимаюсь. Тем временем в январе 2023 года закончится срок действия лицензий 150 управляющих компаний региона. До 31 октября организации должны обратиться за продлением. Однако не все смогут подтвердить соответствие лицензионным требованиям. Например, препятствием может стать задолженность перед ресурсниками, даже погашенная. К 15 ноября будет понятно, сколько управляющих компаний работать дальше не будут. В таком случае собственникам в оперативном порядке необходимо будет выбрать либо другую организацию, либо иной способ управления, отметила Ольга Микушева.